Глава Башкортостана Ради Хабиров в очередной рабочей поездке. На этот раз мы окунаемся в жизнь Куюргазинского района. Куюргазинский район расположен на юге Башкортостана. Помимо муниципальных образований региона, граничит с Оренбургской областью. На территории Куюргазинского района расположен музей Кинзи Арсланова, зоологический природный заказник Наказбашевский, Ермолаевский парк, известный в истории с конца XIX века, пещера Кинзи с лечебной водой, Якутовский соленый источник, родник на левом берегу реки Козлаир. Но самое главное в Куюргазинском районе, как и везде, жители. К одному из них, ветерану Великой Отечественной войны, Рашиту Ахмадулычу Ишмуратову, и заехал в первую очередь глава Башкортостана Ради Хабиров. И сейчас Михайлович руководитель сельсовета. Местный мэр. Здравствуйте, куда мы приехали? Ветераны войны приехали поздравить его. Şişmeniz buraya verin, neyse kız olmadı buraya verin de. Вот тут чисто все, как мы пойдем обуть? Все, не. Ничего страшного. Selam. Prezident İptaş. Ona koyduğun üstüne para, paramlar ben, kulakına gitme. Постарели мы уже. Есть немножко. На квартайдек. Sayma. Ay. Müseyiş. 90. İşte Boldovet'in de zamanında много работал. Я механизатором работал. 42 года, да. 42 года я работал. Вот так, и совсем вот силы не стало теперь. По-моему, хорошо выглядите. Вам же 93, да? 93? 98? А и в 93 году я уже прекратил работать, а до этого работал. Вы же, получается, еще в Корею зашли, С да? 43 года по 50 год мы служили. И войну прошли, вот Корейскую войну, Китай, японский. Вот мы там и участвовали. У меня дед воевал Да, там. наша дивизия там участвовала, да. А у меня дед там воевал, в Монголии тоже. Да. Я плохо слышу. Так слыхать-то... А как вот ему ближе к уху, да, или... А, в другую. А лучше, наверное, вот так. У меня дед служил тоже в Монголии. Монголия, Да. Он дошел до Кенигсберга, и в 45 году их посадили на составы и в Монголию привезли. Он тоже служил до 46 года, он только в 47-м вернулся домой. Вот так было. А мы уссурийский служили вперед. В армии, когда призвали, в Приморском крае. Вот оттуда и... Оттуда уже туда пошли. Да, 9 августа нас по тревогу подняли и через границу в Китай. Пока до границы дошли, 2 суток шли. Это же пехота наша. Там же техники не было, пехота. Вот и так с боями шли до 38-й параллели. Вот. А там, потом нас там служили мы пограничниками. 3,5 года. Ну как здоровье-то? Не болеете как? Или понемножку? Болею, болеете, конечно. Да? Это, когда вот не болеешь, жить охота. А когда заболеешь, лучше умереть, что ли. Врачи-то приходят, нет? Врачи есть? Врачи есть. Я в Ермолаевке лежу в больнице. А, туда ездят. Каждый год там. Правильно. Они там лечат меня. Да, вот последние года уже здоровье немножко. Немножко здоровья, да? Да, уже не больно сейчас разбежишься. Вот я спрашиваю, я говорю, что вам подарить? Что вам подарить? Вы, говорит, футбол смотрите, да? И зачем нам таким
пожилым людям какие-то. А вот мы вам телевизор привезли. Вот посмотрите, вот это телевизор вот здесь вот. Это вот будете смотреть. И хоккей смотрите? Телевизор смотрю я. Салават Юлаев смотрите, как играет? Да. Вот да, будете смотреть, как Салават Юлаев. Да. Это большой телевизор. Вот да. хорошо вам Экран как в кинотеатре. Да, вот хорошо будет. Спасибо вам Спасибо. за все это. Спасибо. Ага, Спасибо. спасибо. Там с врачами-то как помогают, да, в больницу там, когда полечить? Мы ежегодно организуем медицинское обследование есть. Смотрим. Последний раз, когда была просьба, мы с Фроловым обговорили с составом, вернее, с главным врачом больницы. Выезды отдельные делаем в каждой сельсе. У нас их осталось ветеранов 3 человека действующих. Мы их на особом контроле держим. Медицинское обеспечение обеспечено. Ну вот у нас же в этом году большие праздники будут. 75 лет Победе. Да, это Поэтому надо сил набираться весной, потому что весной и у нас и мероприятий очень много будет, и здесь мероприятия. Вам надо будет все-таки силы найти, выходить, пообщаться. Спасибо. На 9 мая, ладно? Спасибо. Потому что мы вот и здесь... Будем праздновать, конечно. Будете быть. 75 Да, лет. Постараемся, да. 75 лет. 75 лет это такой большой праздник ведь. Как-нибудь спеть, надо Башкортар кетті хуғашқа, Саурова. Волдан бара Шаймуратов генерал. Волдан бара Шаймуратов генерал. Дедушка у вас еще позитивный такой, веселый. Хороший дедушка. Ладно. Рахмат. Сізге рахмат. Рахмат Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, что пришли. До встречи на майских праздниках. Поэтому Амин дей. Амин Надо постараться встретиться. давай постараться. Если вы постараетесь, мы тоже постараемся. Не болейте, Рахмат. Давай, да. Сізге рахмат. Зор рахмат сізге. Рахмат зор. Илай Талкич, рахмат зор. Какое хорошее чувство, Ральф Фаридович. Очень позитивный. Главное, что оптимистично настроены. Он прошел такую школу. Ральф Фаридович, у вас сегодня район. График плотный, но вы к ветерану заехали все равно. Конечно, их у нас совсем мало остается. И мы сейчас начинаем, в принципе, вот в эти дни буквально, мы начинаем целый ряд, огромную реализацию, огромной программы, посвященной Году доблести и славы, посвященной 70 Победы. Поэтому у нас и такие встречи проходят, и тематические сейчас. В школах начинается целая программа, поэтому, и мы готовимся к очень ярким событиям, о которых я скажу чуть позже. Спасибо, едем дальше. Ладно, до свидания. Спасибо, не мерзните, до свидания. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Ватан» в Кюргазинском районе основан в 2001 году. Основные направления – растениеводство и коневодство. Это уникальное хозяйство. Почему заключается уникальность? Потому что мы работаем на конечном потребителе. Ну, у нас в плане хотим увеличить до 1000 голов лошадей. Но и, конечно, хотели бы открыть магазинов в Уфе, в Стерлитамаке. Но для этого надо будет расширить колбас-цех. И колбас-цех будем расширять, если Бог даст, то еще хотели там пельмени сыр сделать. Чем помочь? Сами на рынке будете искать? Нет, наверное, магазин, наверное, будем покупать. Но это больших проблем нет магазинов. Можно в аренду взять. У нас проблема, надо колбасы расширить надо. И покупать надо оборудование. Оборудование очень дорогостоящее. А мы не субсидируем по нашей программе? От вас идет субсидирование 50%, но если минус НДС, получается 40%. А я, конечно, попросил бы, если можно, вот для тех именно, кто полный цикл имеет, переработка, самовыращивает, может быть, сделать 80%. Там минус 20%, получается 66%. Там запишись. Я даже письмо вам подготовил. Не надо письмо. Давайте на инвест сейчас его ко мне. Вы подготовьтесь полностью вот с вашим предложением. Илай, ты тоже, ты проявленный ВКС. Лучше ко мне на инвест-час. Там будут все, мне и министры имущественные, и сельхоз, и там спокойно поговорим лучше. Вот, мне кажется, так.
Иван Иванович, еще один вопрос есть. У нас сейчас сегодня доведем до 1000 голов. У нас еще хозяйство является семеновским хозяйством. Мы обеспечиваем, мы считаемся один из лучших семеновских хозяйств. Мы вообще стараемся на конечных работу потребителя. И сейчас не так просто продавать, как зерно, а продаем как семена. И опять 2 раза больше получаем семян, доходов. Поэтому, если вот это все будем делать, лошади развивать, семеновская охота бы еще развить, но нам немножко не хватает земель. Кстати, еще там Фазрахману надо поставить вопрос по поводу, значит, выделения земель. Пусть он изучит этот вопрос, мы там рассмотрим. Вы не первый этот вопрос ставите. Сейчас у нас земли все становится меньше и меньше. Вот в чем дело. Равадеш, С одной стороны, это хорошо, что наконец мы всю землю, да? Но с другой стороны, я его, конечно, не отправлю. Вот я был в районах северных, там земли полно. Равадеш, у нас Честно говоря, я думала, что вы отмените поездку из-за А непогоды. зачем? Ну, метет же. Зима, это же Башкортостан. Ну, можно Здесь. в кабинете рулить. В кабинете я довольно много рулю. Но все-таки, если говорить уже серьезно, те просьбы, которые у фермера, они оправданы? Абсолютно, да. Знаете, я же езжу, когда я учусь, потому что я не знаю многих проблем все равно еще. А когда они мне их ставят, и предложения все довольно разумные, поэтому вот я вот сразу... Машину сесть. Машина здесь, да? Я почему его позвал-то? Я не понял проблему, но мне кажется, она интересная. Мы там ее разберем просто земле? на 200 честно, да. Нет, не по земле, а по субсидированию. Все. Давайте. выдаем контора. Контора просто. И будем манда столовые, 3 раза бесплатно кормим своих рабочих. Это уже 25 лет, что так идет. Тут коммунизм. А сколько рабочих? У нас основной команда 20 человек, а так 40, до 45. Осталось уже 105. Вот это вся, не вся продукция, это часть продукции Ватана. Это, ну, понятно, конская. Это тутурма, это национальный башкирский, это козы. А вот эта колбаса, Это все мы сами делаем. это конское мясо, да? Или какое? Здесь, Или говядина? Или... Это вот этот конский, этот тоже конский. А вот это вся деликатес конский. Это вяленые козы. Только делаем шеи лошади по старинным традиционным методам. А это? Это наши купаты. Тоже, это конские. Тоже, тут Это все на конские. слюни потекли. А вот это свиное. Вот это. Да, свиное. Это покупаем гуси, как в деревнях. А гуся где? В деревне? Да, это где моя родина, деревня Кулякбаева. Оттуда берем и катим. А где ваши дети работают? В Уфе Башавтотранс, водитель автобуса. А где работали раньше? Раньше на севере работал. А мы, Башавтотранс, каждый год будем зарплату понемножко поднимать. Вот вы можете Спасибо сказать, большое. Аня. Так, Спасибо. Федорович, получается, во время таких поездок вот выясняются некоторые тонкости деятельности предпринимателей. Вот казалось бы, Конечно. да? Я же говорю, я учусь, у них учусь. Нужно понимать, чего они на самом деле хотят и чем. А сейчас предпринимателю нужен сбыт, правильно я понимаю? Нужен сбыт, переработка им нужна. Переработка, а потом сбыт. Ну, у вас есть вариант? Ищем. По плану рабочей поездки Ради Хабирова по Куиргазинскому району мы должны были проверить, как строится бассейн в селе Ермолаево. Но по пути Ради Хабиров увидел на остановке школьный автобус и изменил график. Или вы в своих айфонах Они сидите? в айфонах все сидят, вот Они все- телефонами, да. понятно. Ну, то есть самое главное, не холодно, да? Вот Не когда- холодно. Я работаю вот в этой школе, заместитель директора по административной работе. Я как раз отвечаю за автобусы. Слава богу, у нас А вот это вот что это? Это для ранцев, да, или что это? Это для сумок. Для Да, сумок. да, хранение, для вещей. И вот еще мне важно, не ждут они долго. Нет, Нет. нет такого, что У нас там все дети по сидят, графику. все по По графику, графику. приехали, выскочили Да, и пошли. да, да.
Вот у нас 5-й урок прошел, вот сейчас разброс по Ермолаева, да. А сейчас куда, вот какие деревья? По Ермолаева. А, по По Ермолаева. Ермолаева, разброс, да. У нас вот Заречные, РДК, Айсуак, А вот там Уралка. дети стоят, это что? Вот? А это родители ждут. Они ждут. Это родители. А, это уже они Это- уедут с родителями. Да, их родители уже, это вот кто родители кого не забирают, вот они, значит, это мы их отвозим. А это все Ну можете всё, спросить. давайте езжайте. Всё, спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Говорит, что это было? А мы хотели посмотреть, просто я вижу автобус с детьми набитый, думаю, дай вот спрошу у них, все ли хорошо. Хорошая история. Вот они. Теплый, хороший Теплые, автобус. да, они самое главное говорят теплые. А как вам автобусы? Правда, теплые? Да. Хороший. Не ждете? Нет. Все нормально? Да. Ну, видите, как нечаянно к вам Ради Фаритович Хабиров заехал. А вы узнали его? Да. Конечно. Удачи вам. Спасибо. Вам тоже. А теперь глава Башкортостана Ради Хабиров все же поехал выяснять, почему бассейн в селе Ермолаево, который должны были сдать еще в 2019 году, до сих пор не закончили. Жалуются на вас. Под крышу сразу зайдем. Я понял. А что вы тянете? А почему? Работаем? Ну а что, мы деньги не платим или что? Или людей нету, или что? Ну а в чем дело? Работа из-за этого. 14 миллионов дополнительной работы появилось. Ну, мы оплатим, мы всегда оплачиваем то, что там, если по факту реально оплатилось, то... А что тянет-то? А когда, вот, говорят, уже второй раз вы теперь носите? Общая стоимость у нас 105 миллионов, деньги были выделены еще в 2018 году. По сроку, по госконтракту, срок сдачи был сентябрь месяц прошлого года. Ну, организация работы, скажем так, оставляет желать лучшего, поэтому в прошлом году 16 миллионов у нас работы еще не выполнены. Так что эти лимиты на этот год перенесли. Вот подрядчик сейчас обещает нам где-то... А вы откуда подрядчик? С Уфы или местный? Суфы, да. А люди местные работают или с Уфы возите? Уфы, бассейнчики из Уфы. Бассейн. Когда бассейн сдается теперь? В июне. В июне только, да? Ну потому что Такая дела. Ты мне говорил, что бассейн весной сдаете. По апрелю у нас по плану, так ведь? Ну, они саму коробку в апреле возможно закончить, но с благоустройством совсем это, в любом случае, это май-июнь с благоустройством. Это сезонная работа. Нельзя сделать так, что я просто не очень понимаю. Они пусть сделают, сдадут, вы примете, пусть начнут работать, а благоустройство сделаете, тогда придет. Или так не Ну, делают. разделение на этапы возможно, да? А? Возможно. Чтобы уже Да. весной Само сюда здание это люди реально. пришли. Вы в состоянии это сделать, нет? Да? То есть апреля, да? Да, я это не шучу на самом деле. Я в апреле приеду посмотреть. Да, мы июнь говорим только из-за благоустройства, а так в апреле... Нет, договорились, благоустройство там все равно немножко почистите там снег, чтобы люди могли аккуратно ходить. Там перилы деревянные дорожки сделаете, и все, и пусть люди ходят. Это реально такая практика есть, разделение на этапы. Апрель когда? Какого числа апреля? Когда сдаете? 20 апреля. 20 апреля сдаете, да? Там пометьте, что при вручении там Раифа Рамазановича, чтобы бассейн был сдан, принят и введен в эксплуатацию 20 апреля. Ну вы же трезво оцениваете объем работ, ну я не специалист, но мне кажется, не так много осталось. А фасад у нас все сделан, да? Да, он все исполняет, да. А, то есть там ничего делать не надо. А здесь что еще есть? Вот есть зал спортивный, нет? Рядом стоит ФОК, он примыкает к ФОКу. Там спортивный А зал. нельзя было продумать сразу переходом соединить его подземным каким-то или... Это до меня принималось решение, конечно. Задания не было, поэтому... А где ФОК стоит? Вот это ФОК? Да, вот это ФОК, да, вот он. А нельзя пробить туда, чтобы вот была дорожка? Это надо проект отдельный адрес. Прикладно проработать. Поработайте вопрос. Мы пойдем на затяжку в этом случае, если вдруг. Ну, соединить два. Всегда лучше вот соединить, чтобы дети не ходили. Он потренировался, одел, а сауна здесь предусмотрена? Здесь для раздевалки, Для раздевалки, сауна, медпункт, да? сауна, медпункт, Медпункт. лаборатория, Лаборатория и все, да? Да. получается? Да, минимальный набор.
Тренера-то есть? У нас руководитель ФОКа по плаванию специалист, но в таком чистом виде пока вопрос не продался. Тренеров пока нет. Осталось 3 месяца. Решим вопрос. Они использованы в других должностях, что называется, в других профилях по физкультуре. Решим вопрос, Олег Ильич. А проект наш, да? Наш это? Да. Я что-то не видел. Фасад у него такой же, да, или какой? Такой же, да, центр панели. А сэндвич панели где берете? Уфимская, да? А производство Уфы или откуда производство? В основном Самара нас поставляют. Самара, в основном. Самара, да? Да, большую часть. А у нас нет производства? Ну, есть этот... Нефтекамская же есть? Нефтекамские, потом в Уфе какие-то производства есть. Но основной поставщик это, конечно, Самара. Основной. Нас включается комиссия, разобраться вот сэндвич панели, поставка вот на примере бассейна в Ермолаевском, в Курганском районе, почему, если у нас производство свое сэндвич панели, почему мы свои не берем? Вот пусть меня Марат Федорович доклад сделает. Значит, тогда давайте так, поручение записали, да, продумать вопрос соединения единым проходом. Это очень улучшает вообще. Это очень важно. Если получается, я не знаю, там, чтобы это продумайте, если получается, там, примите разумный срок продления, соответственно. Ну, здесь, Александр, можно даже будет сделать, то есть это объект ввести, а галерею или просто галерею, отдельным проектом. Ну, думайте, да, проект да, делать. Продолжение несем. Тогда договоримся, 20 апреля ввод в эксплуатацию, так? А благоустройство там... Переход отдельным сроком. Отдельным проектом. Честно, задание на проект дадим, начнем разрабатывать. А вот это будет как раз? Да, это огнезачетный наносится. Здесь еще не надо сделать. Из работы еще есть, да. Все это закрасится. Если это огнезащитный, работа еще есть. Ладно, все. Райфич, у вас металл в голосе так это послышался мне. Год тянут, мы, главное, платим деньги. Мне всегда обидно, мы платим деньги, мы очень порядочно себя ведем всегда. Постоянно идут срывы сроков. Мне это очень не нравится. Но меры воздействия у нас же есть? Есть. Вы назвали срок 20 апреля. Проконтролируем? Конечно. А это уже вошло в поручение, поэтому оно автоматом будет контролироваться. Спасибо.